Дорогие друзья, мы начинаем проект «Отцы-основатели Таджикистана» и ждем поддержки от вас. Вашими лайками и подписками на канале. Проект начинается с героя Таджикистана Нусратулла Махсума. Посмотрите до конца и вы узнаете, кто такой Нусратулла Махсум и почему он герой Таджикистана. Отцы-основатели Таджикистана дали жизнь этому государству и таджикскому народу. Каждый имеет свою роль в образовании и становлении Таджикистана, начиная с Нусратулла Махсума до Имамали Рахмона. Имя Нусратулла Махсума неразрывно связано с образованием таджикской автономной ССР, а позже Таджикской ССР. Несмотря на столь незначительную по срокам государственно-политическую деятельность, практические результаты работы Нусратулла Махсума на высших руководящих должностях были впечатляющими. Самым же существенным из них было создание, в два этапа, таджикского национального государственного образования. Результаты национально-территориального размежевания в Средней Азии, проделанного топором, не устраивали Нусратулла Махсума. Постепенно там, где принимались окончательные политические решения, вызрела идея о придании Восточной Бухаре статуса автономной области в составе Узбекистана. Нусратулла Махсум и его соратники не согласились с такой постановкой вопроса. Их настойчивые усилия, выражавшиеся, в том числе и в постоянном бомбардировании Москвы соответствующего содержания документами, письмами, записками и так далее, в мобилизации сторонников и в экспертном сообществе того времени, в руководстве других национальных образований, недовольных отходом к Узбекистану многих территорий, а также тех на уровне союзного руководства, кто считал нежелательным чрезмерное его территориальное расширение, были направлены на предотвращение реализации данной идеи. В конечном итоге, было принято решение о преобразовании Восточной Бухары в автономное республиканское образование в составе Узбекистана с присоединением к нему дополнительных территорий, населенных таджиками. В октябре 1924 году было провозглашено создание Таджикской ССР в рамках Узбекской ССР. Множество территорий, где проживали таджики, включая Хадженский округ, ныне Сагдийская область, были включены в состав Узбекской ССР. Таджикистан в статусе автономной республики тоже был включен в состав Узбекской ССР. Вклад Нусратулла Махсума в преобразование Таджикской автономной Советской Социалистической Республики в составе Узбекской ССР в полноправную седьмую союзную республику является неоценимым. В этом фотографии видно, как Нусратулла Махсум торжественно оглашает декларацию об образовании Таджикской ССР 15 марта 1925 года в городе Душанбе. Практически сразу же после образования Таджикской ССР Нусратулла Махсум и команда его единомышленников приступили к работе по подготовке и осуществлению преобразования ее в полноправную союзную республику. Всего лишь через 5 лет, в октябре 1929 года, эта работа принесла свои плоды, Таджикистан стал союзной республикой в составе СССР в новых для себя территориальных границах, к бывшей автономии были присоединены те районы, которые составляют сегодня большую часть северного региона страны. И в этих границах республика пребывает и по сей день. И еще неизвестно, стал бы Таджикистан в сентябре 1991 году независимым национальным государством, не будь этих территорий и не обладая он статусом союзной республики в рамках СССР. Как отмечал президент Республики Таджикистан, лидер нации Имамали Рахмон, с именем этого преданного сына нации тесно связан целый период истории таджикского народа, очень сложный и судьбоносный этап, а также великие свершения нашей страны. Нусратулла Махсум, в полном смысле этого слова, был самоотверженным представителем таджикской нации. Нусратулла Махсум занимался вопросом возвращения домой мигрантов, вынужденно покинувших свою родину. Его публичное политическое заявление сыграло тогда важную роль в возвращении таджикских беженцев. Существовали и политические мигранты, которые желали вернуться на родину, но, опасаясь преследования, не могли этого сделать. В силу этого, Нусратулла Махсум стал инициатором принятия закона о всеобщей амнистии, что создало благоприятные условия для их возвращения. По данным исследователей этого периода истории Таджикистана, только лишь в 1921-1922 годах, из Восточной Бухары в Афганистан ушли до 50 тысяч хозяйств или до 250 тысяч человек, четверть всего населения края. Уходили они со всем, чем владели.
Благодаря его усилиям Вахшский канал был построен, что привело к значительному развитию экономики республики. Позже дело отца продолжил его сын, Акбар Нусратуллович Максумов, вложивший немалый вклад в развитие аграрной науки и всего сельскохозяйственного комплекса республики, который в 37 лет был назначен министром сельского хозяйства Таджикской ССР. После приобретения Республикой Таджикистан независимости, преданный сын таджикского народа признан национальным героем, его имя золотыми буквами вписано в историю таджикского народа. Это обстоятельство свидетельствует о том, что имя Нусратулла Махсума не предано забвению, таджикский народ помнил, помнит и будет помнить своих национальных героев, свято чтит их заслуги перед Отечеством. Указом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посмертно удостоен звания «Герой Таджикистана». Нусратулла Махсум родился в 1881 году в горном селении Чешма-и-Кози Каратигинского бегства, княжества, Бухарского эмирата, сейчас территория Ражского района Таджикистана. В 1921-1924 годах был председатель Восточно-Бухарского областного исполнительного комитета, то есть фактический руководитель Восточной Бухары, в составе БНСР. С октября 1924 года председатель Временного революционного комитета Таджикской ССР. Председатель ЦИК Таджикской ССР, декабрь 1926, 16 октября 1929 года, председатель ЦИК Таджикской ССР, 16 октября 1929 года, 27 декабря 1933 года. С 27 декабря 1933 года его отстранили от должностей за антипартийную и во многих случаях антисоветскую политику. Нусратулла Махсум был командирован в Москву для учебы во Всесоюзной плановой академии. Арестован в Москве 8 июля 1937 года и приговорен к высшей мере наказания 31 октября 1937 года за подготовку контрреволюционных преступлений. 15 декабря 1957 года военная коллегия Верховного суда СССР по вновь открывшимся обстоятельствам, в силу отсутствия состава преступления отменила приговор в отношении Нусратулла Махсума. В ряду тех из таджиков, кому нынешний независимый Таджикистан обязан самим фактом своего существования, в исторической памяти народа отложились имя и образ Нусратулла Махсума. Надо отметить и оценить влияние Нусратулла Махсума на изменение решения Комиссии по национально-территориальному размежеванию относительно Таджикистана, его трезвые подходы по борьбе с баями, решительные действия по возвращению беженцев.